Ассоциация справедливого труда, созданная для борьбы с трудовой эксплуатацией, призвала всемирно известные бренды отказаться от участия в беззаконии, устроенном китайскими властями в Восточном Туркестане. Ассоциация призвала дочерние компании Adidas, Fanatics, New Balance, Nike и Puma прекратить закуп продукции, произведенной выходцами из Восточного Туркестана. В свою очередь, доклад, опубликованный австралийским аналитическим центром, подтвердил данные о том, что с 2017 по 2019 годы десятки тысяч уйгуров и других тюрков были высланы на заводы и фабрики внутренних провинций Китая. Уйгуры Соединенных Штатов Америки обеспокоены тем, что китайские власти следят за ними и могут использовать полученные данные против их родных в Восточном Туркестане, так как известно, что подобные случаи произошли с родными уйгуров, проживающих в Турции. По сообщениям Associated Press, большое количество уйгуров подвергается шантажу и запугиванию со стороны китайских властей. Многие из них получают звонки от китайских спецслужб, которые призвали их зарегистрироваться в консульстве Китая. Некоторым из них сообщили, что их паспорта не будут обновлены, и предложили им односторонний проездной документ в Китай. Родных и близких уйгуров, оставшихся в Восточном Туркестане, полиция допрашивает о местонахождении членов их семей, находящихся за рубежом. В то время как уйгуры, проживающие за пределами Восточного Туркестана, пытаются оградить своих родных от угрозы, которую представляют китайские власти, в последнее время стали поступать известия об исчезновении их близких на родине. В Турции был зафиксирован первый случай коронавируса нового типа. Министр здравоохранения Фахриддин Коджа сообщил, что результат теста гражданина с подозрением на коронавирус оказался положительным. Министр подчеркнул, что мужчина был инфицирован во время поездки в Европу. Общее состояние изолированного пациента стабильно. Члены его семьи и лица, контактировавшие с ним, находятся под наблюдением. Согласно информации сайта WorldMeter, опубликованной вчера вечером, число инфицированных по всему миру составило 116 964. 64 760 из них выздоровели. В общей сложности погибло 4075 человек. Количество летальных исходов в Италии увеличилось на 168, тем самым составив 631 человек. На пленарном заседании Российской Государственной Думы подавляющее большинство проголосовало за внесение изменений в Конституцию по вопросу обнуления сроков пребывания Владимира Путина на посту главы государства. Предложение было принято голосами 380 депутатов. 43 депутата проголосовали против и один воздержался от голосования. Согласно предложенному законопроекту, препятствие для повторного баллотирования Путина будет отменено. В случае принятия поправки на референдуме, который пройдет 22 апреля, Путин сможет руководить Российской Федерацией до 2036 года. Обстановка в Индии продолжает накаляться. Протесты против закона о гражданстве, исключающий права мусульман, которые прошли в столице Индии, переросли в столкновения. В районе Шив-Вихар были подожжены дома демонстрантов, выступивших против данного закона. В ходе погромов были разрушены мечети и сожжены рабочие места, принадлежащие мусульманам. Индийские националисты и столичная полиция продолжают атаковать мусульман. После объявления комендантского часа было убито свыше 47 человек, большинство из которых являлись мусульманами. Начиная с декабря 2019 года в общей сложности было убито 79 человек. Поджог и погромы мечетей привели мусульман Индии в ярость. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш призвал мировое сообщество обратить внимание на положение мусульман в Индии. Подчеркнув, что большинство стран продолжают хранить молчание о геноциде и репрессивной политике Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане, Каракаш сделал следующее заявление: «Я призываю вас к незамедлительным действиям, чтобы в Индии не повторялось то, что происходит в уйгурском регионе».